такие люди и такие политики, как господин Затулин, являются врагами русского народа и российской государственности. Предлагаете расстрелять здесь или отведем в Ответственно зал? заявляю. Я русский, а он мне не враг. Вот Сейчас. российской дайте еще. государственности, Мы дадим потому что возможность на начать. территории Потом сразу России Такие может выражения. вспыхнуть 5 Карабахов. И сейчас господин Затулин поддерживает открыто сепаратизм. Почему? Потому что еще первый президент Армении, Левон Тер-Петросян, в своем интервью в 1997 года, армянин, и армяне на это тоже ссылаются, говорил о том, что то, что сегодня мы можем получить миром, в итоге мы будем умолять, и нам это не отдадут. Президент Алиев с самого начала говорил, посол Полот Бюльбюльглу неоднократно заявлял на всех площадках, что да, ведутся мирные переговоры, но если не получится мирным путем, будет война. Значит, для чего нужны были провокации с армянской стороны? Для чего, как вы правильно заметили, нужна была инаугурация в святом для азербайджанском древнем городе Шуше? Для чего нужно было ломать формат переговоров и говорить о том, что нужно привлечь Нагорный Карабах как третью сторону? Там же Тер-Петросян, кстати, очень интересную фразу говорит. Мы противопоставляем себя всему мировому сообществу. И сегодня Армения имеет то, что имеет, потому что противопоставила себя всему мировому сообществу. Почему? Потому что есть 4 резолюции Совбеза ООН. Я уже даже не беру все остальные, там, резолюция ООН, резолюция ПАСЕ, да, и так далее. Я говорю о 4 основных резолюциях, в которых черным по белому сказано, хотя армянская сторона сейчас там по-разному это интерпретирует, значит, говорится о том, что вывод незамедлительный, безо всяких условий, войск external forces from occupied Нагорный Карабах, part of Azerbaijan. Нет там, допустим, армянских войск. Любые external forces. Это сказано черным по белому. Внешние силы. Внешние силы. Французские, колумбийские, неважно. Они должны быть выведены оттуда. Что мы видим? 20 с лишним лет переговоров, 1 миллион беженцев. Второй момент. А почему вы считаете, что большинство армянского населения имеет право на то, чтобы они стали, видите ли, как-то самоопределились? А почему нельзя было тогда самоопределиться азербайджанским поселением в Зенгизуре и в Северном Сиване? А давайте мы дадим тогда в Краснодаре тоже им самоопределиться. Не хотите? Скажите, да мы не против. Отвечать или не надо? Очень агрессивно. Мы не против. Потому что это нормально. Единственное, у меня большая сейчас просьба, если можно, провокация. учитывая, вы Льется. очень правильно сказали, что это может привести к Карабаху на территорию России. На территории Российской Федерации проживает около 2 миллионов азербайджанцев и около 2 миллионов армян. Больше 2 миллионов. Поэтому нам надо взвешивать каждое слово, чтобы не перенести боевые действия на территорию России. Когда вы говорите, что могут определиться, могут. Будут смотреть, как это происходит, и в истории, к сожалению, это происходит постоянно. Государства появляются, распадаются, определяются. Когда вы говорите о древней азербайджанской Шуше, ну, конечно, вы говорите с вашей позиции, это ваше право. На что любой человек, который был в Карабахе, будет говорить, ну, то есть, хорошо, а что вы 4 век, 3 век. А что вы скажете о тех 7 районах, которые традиционно были азербайджанскими? Сейчас я объясню, почему я это веду. Потому что мы сейчас переходим тогда в категорию народных представлений и уходим от языка международного права. Так, о чем я и говорю? Язык международного права чем сложен? То есть мы поэтому не можем оперировать. Да? Мы хорошо понимаем, что эту фразу, кстати, стали цитировать. Если армяне Карабаха эту землю у кого-то и отняли, то только у Ноя. Потому что они, по-моему, были на земле Карабаха, ну, с тех времен. С момента письменной истории. Не хорошо, не плохо, это просто данность. Но дальше, на что вы скажете вежливо, но они же были в составе Азербайджанской ССР за все годы существования практически советской власти. Ну а что они скажут? А мы СССР не разрушали. И вот мы тут начинаем попадать вот в эту глупость развода Советского Союза. Как с Крымом, как, если угодно,
там, Абхазия, Осетия, которые говорят, а вы нас спрашивали, когда Советский Союз распался? Собственно, Карабахский конфликт начался в Карабахский в 88 году. Секундочку. И А в что том плане, делать? что и здесь А мы что никогда не делать? найдем правду. Нет, секунду. Я только об А этом. что Мы же- найдем вечно А что же воюющий тогда народ. делать вот с О! международными районов. нормами, о которых мы сегодня А я вообще не ведем знаю, разговор? после существования Косово, я вообще не знаю, что такое международные нормы. После того, как появился прецедент Косово, никаких международных норм нет. То После есть того, как сожрали... Пашинян ломает формат переговоров, потому что... Нет, это другой вопрос. Нет, вот про ломать что? формат... Формат он Я переполомал. сейчас говорю Секундочку, я про вам- появление, Никакой не про поломал. анклавы, Тогда которые я вам объявляют отвечу себя вот чем. республикой. Владимир Путин на последней, недавней, крайней, скажем, не последней Генассамблее, он заявил, что Россия приверженница международных норм Поэтому и мы- руководствуется Ну, конечно. международным правом. Поэтому Поэтому мы это и делаем. Почему я говорю? Можно я вам Поэтому мы просто в говорим, качестве- пожалуйста, для начала давайте прекратим друг друга убивать. Потому что я один момент, я очень, я имею в виду армяне и азербайджанцы. Потому что я, например, ужасно отношусь к тому, когда начинает использоваться оружие. Вот сегодня мне прислали азербайджанские подписчики, что точка У армянской стороны была использована для удара по гражданским объектам. Армянская сторона говорит, что это фейк, это не точка У, мы не используем. Также вот мы видели сейчас в древней Шуше вторая атака за день на древний храм. Там ранены наши коллеги. потому что там Азербайджанская сторона... располагаются откуда стреляют военные объекты, Ну, по ним послушайте, бьют. в храме- А как в иначе? храме находятся? А как иначе? Из храма стрелять невозможно по вы про определению. храм говорите, так нет, я нет, вам отвечу. нет, я именно про Ну, храм. что вы нам Так ответите? я Нет, вам Скажите, отвечу. я Что про это храм. такое? Азербайджанская сторона сказала, что они не обстреливали Не храм. обстреляли. Официально, Ну, я да? к тому, что Информация это такая. разговор, а мы видим все равно. Абсолютно Гибнут правильно. люди. Один будет одно говорить, давайте Конечно. на фактах Но по основываться. факту я вижу одно. Но они сами, что Утюжится храм бульдозером гражданская инфраструктура как с одной стороны, так и с другой. Да. И идет война уже не между военными, а идет уже война на уничтожение гражданских объектов. И страдает, гибнет гражданское Ну, ведь с самого население. начала Посмотрите, Вот это посмотрите, храм пожалуйста. вот после Посмотрите. С сегодняшнего самого обстрела. начала ведь официальный Баку, насколько я знаю, и неоднократно говорил о том, что ведутся оттуда военные действия, были Откуда? созданы... из Из Шуши? Были созданы... Но не из храма же. Секундочку. Вы меня Что извините, возле храма? возле Возле храма храма были ничего не военные находилось. объекты раз. Об этом говорит, если уж на то пошло, армянская сторона говорит о том, что в храм зашли помолиться солдаты. Сейчас используется, как я понимаю, религиозная тема христианства. Вы меня извините, есть известное выражение Владимира Путина, потом которое просто облетело весь мир, мочить в сортире. Да, но хотелось бы Для отметить, Азербайджана это оккупанты. Нет, И где минуточку. бы они ни Во-первых, были, Сейчас, их сейчас. нужно Короче, настигать. понимаете, Нет, что вы вы, говорите простите, сейчас? во-первых, речь шла о террористах в речи Владимира Владимировича Путина. И не Это уже в эфире. а поэтому- сортира. А затем все-таки сравнение христианского храма с сортиром. Нет, я говорю о том, что военнообязанных- террористов, не передергивайте, я говорю, террористов Они не террористы. нужно... А как вы это террористов по оккупационные воздуху войска определили? для Или через Азербайджана. дрон? Да, Как но это- объясните? Да, но они Солдаты, все равно- которые в простите, они Карабахе, все равно не это террористы. оккупационные войска. Да, но опять-таки, даже если вы их считаете оккупационными войсками, они не становятся террористами. Это Хорошо. разные понятия. Их не нужно настигать, где бы они ни были, вы Конечно, считаете? во-первых, в храме точно нет. Да? Конечно. Затем все-таки хотелось бы отметить, что это происходит на территории вот этого анклава, как бы вы его ни называли. Они не вошли в Баку. Они Какого не вы- анклава это территория Азербайджана? Какого анклава? Да, но вы это считаете территорией Азербайджана. Но по факту вы туда войти сейчас не можете. За это идет война. С 1991 года. И трагедия состоит в том, что эта война и то, что вы говорите, она придет к страшному ожесточению. Потому что если вы считаете допустимым разрушение исторических памятников, религиозных, А кто культовых, считает это допустимым? Вы только Официальный что Баку сказали. Вы только заявил... что это сказали. Секунду. Официальный Баку заявляет о том, Нет, что вы только не что было. сказали. А Причем я тут говорю, официальный как Баку? эксперт, что это может случиться. Гражданские объекты тоже попадают иногда под Вы знаете, я вам обстрел. скажу так, А что, такого не происходит? Существуют международные правила ведения боевых действий. Бывает, что... Против кого угодно. Слушайте, это вам Сейчас- любой военный эксперт скажет, что когда идет война, Ну вот гражданские я вам объекты скажу, как попадают не военный под эксперт, обстрел. но человек с немалым опытом, в том числе и разным. Сейчас уровень и техника, которые используются, позволяют точно знать, куда и что-то Ну, направлять. слушайте, мы все время То есть видим это сверху неприемлемо ни при фотографии каких из дронов, как обстоятельствах. Может быть, уничтожают может быть, конкретные грузовики. не- Точность абсолютная Я вам фотографии, скажу кто и так. как подвергается Как обстрелу. тогда объясните? Израиль, когда воевал и воюет против террористов. Мы, когда воевали и воюем в Сирии.
Мы настолько уверяем, чтобы не было, не дай бог, потерь среди мирного населения, чтобы не было потерь религиозных объектов. Это, ну, для нас это странно звучит. Я надеюсь, что это мы можем списать на эмоциональность, Что потому что для это вас очень странно опасно. звучит? Что пострадал гражданский объект во время военных действий? А когда Послушайте, военные пострадали действия в Шукше дома не в ведутся. Янже? Не ведутся Вы, ни в наверное, Степанакерте, ни в Шуше. Вы, наверное, в силу эмоций не совсем точно Восковые установки стоят, они не сформулировали, ведутся. как это не Ну, ведутся, как это не Владимир ведутся? Владимирович? Константин Федорович. Древнейший Нет, шрам такой нет говорит. мест военных Владимир ни в Степанакерте, ни в слышите меня? Шуше. Я не Я про вас храм. слышу. Это Я не горное про место. храм. Да, но прозвучало так, что вы говорите про храм. Нет, Мы я же показываем еще раз храм. подчеркиваю, я не про храм, а про то, что А мы про храм. гражданские объекты страдают во время войны. Да, но храм не надо бомбить. Специально его никто не бомбит. Почему Они- вы так думаете? Если Потому что дважды есть по одному и тому почему же вы месту. думаете иначе? Ну, Потому что что- я вижу фотографии. Потому Я вам что- еще я раз вижу говорю, доказательства. я Ну, вам потому еще что раз говорю, Азербайджан- Как вы изворачиваете? гражданские Подождите, но объекты. Что Азербайджан значит, я совершенно изворачиваю? прекрасно закуплены дорогущие дроны, которые поставляют как Турции, так и Израиль. Сверху видно люди, как ходят, Которые когда вы атакуете. видят, что делают, понимают, что делают. Вот там сейчас ранили нашего коллегу, который... И ни одного, двоих. При том, что они точно никакие не военнослужащие. Да, они ну, просто журналисты. что они там делают, Владимир вопрос? В храме молились. Что они в Шуше делают? Где А идут- что где делает на война войне идет? любой журналист? Любой журналист как с одной, так и с Уже другой стороны. официально Баку предупредил, что мы не можем вам обеспечить там безопасность. Если вы не Армянская можете сторона не обеспечить может безопасность, это один момент. Уходите оттуда. Но у народа есть право знать правду о том, что происходит? Конечно. Или мы теперь будем воевать с журналистами? Безусловно. Вот наши мальчишки в Сирии на передовой. Женя Поддубный. Если бы не его работа, кто бы знал реальную войну в Сирии? То, что происходили, ужасы Донбасса, кто бы знал? Безусловно. Если бы не наши коллеги, которые... Азербайджан тоже журналисты страдают. Конечно. Поэтому мы должны о них говорить, Владимир Да. Владимирович. Бесспорно. Армения же Поэтому, тоже когда мы бомбит говорим о территорию том, что стоят Азербайджана. войсковые Недопустимо установки в как с Шуше, одной, так и с другой стороны. недопустимо, но мы должны понимать о том, что А сколько, кстати, по факту. пострадало журналистов со стороны Азербайджана? Ну, порядка 5-6 человек. Ранены, да? Ранены. Это азербайджанцы или Это иностранцы? не только азербайджанцы, это еще и журналисты Потому из других что наших не телекомпаний аккредитуют. западных. Наши пытались, кстати, наших не любопытно. Какие наши? аккредитуют. Азербайджанская Российские сторона пытались. не допускает Российские иностранных журналисты. Вот наши журналистов, коллеги кроме пытались турецких. Как это не аккредитовать. допускать, Константин Федорович, когда Вообще журналисты Нет, как я телекомпании понимаю, Евроньюз Владимир присутствуют на Николаевич, линии они в фронта, Баку значит, не есть, допускают. а на линии боевых действий нет. Потому что я знаю, что аккредитованы там В журналисты. Баку есть. Я имею в виду на линии Да. боевых действий.